다들 이제 음 야수에게 단위 죽순바를 받으면로 드네 뉴스 다데 앞에 베게네 넘버 당알데 신신나데 긴두베 고마카 긴두 넘버 수레 다나 신기 Итак, сегодня 소라게 13-й день наших учений, э и прежде всего я камал세 хочу поприветствовать 신신도 아니 всех 다가도 монахов и монахинь из монастырей 갈란토 в Индии, Непале, 시시랑게게 Бутане, 쉐로 넘버 링기야다 также 다나 всех тех, 신기 кто слушает учения в Дharма-центрах, а 따지제 также 총로래야 всех своих друзей во всем мире, кто смотрит эту интернет-трансляцию. И всех вас я тепло приветствую. 다들인데 당부될이야 네 다 가장 Итак, сегодня 중요한 мы начнем с того, что 다자고도 뭐 투지쟁기 남다도들 쉬브레 на 다들인 протяжении 주산에 последних дней 처리 때문에 내려 걸이야 я кратко рассказал 당부돼야 об 로저를 истории 시비냐 жизни Будды, 삼탱에서 и поэтому сегодня я хочу 다지랑 говорить 주산에 о 캔세 датах, 다인데 связанных с жизнью Будды. 야가 세아디네 고라 Как вы уже 나무 знаете, 루규 이토래야 거야래야 도나시라메 댕겐기 계급도 в 치아리가래 Индия в прошлом была землей, 빈빈 страной, в 주산에 которой 다지 люди 야가 не 루규 слишком 거래야 интересовались 전용 최백이다 установлением, 기부터 가봐 определением дат. 세상도 개보이네한다 개보이네한다 И 수이네한 디지 총대가 поэтому, 루지도 세브스타 когда, 디 매비임브레 когда речь идет о великих 네 인두산 существах, 다자가 된 которые 바투지쟁기 жили в Древней 총대가 Индии, 루지임비냐 мы не знаем о 아니 точных 야가주 датах их жизни, 너럽 когда они 루규토리아 родились, когда они 카세브지 умерли и так далее. 디매비 인두산에 И даже в том, 디균세는 что 때네 касается 아니 нашего 다자가 учителя 된 Будды, 바디 его 거디 даты 총 жизни также не 거디인데 записаны в 사데 индийской истории. 아주기 Поэтому вопрос, 탑과 когда 깔아보시오 Будда 차리다 родился и когда он умер, это сложный вопрос. 다대야 총대에게 루시 유메 셰브셰브리아 당봉이라 И 야가리아 перед тем, 지 как мы 리두츠다 сможем определить 루시츠다 даты 지게다네 рождения 샤디 и смерти Будды, нужно ответить на вопрос, а была ли 네든 вообще 타마르 система 차리가래 определения 네 дат 다 в 야가리아 Древней Индии? 로도츠다 거디 총아래 샤디 꼴이야 아니 심주버디 저기 뉴스미 둔바 Исследователи 실수미 둔바 망부지 выдвигают 개비 이스네 다 различные 이비냐 гипотезы касательно того, когда возникла 개박한지기 система 다자 датирования 그리스 в Древней 개복 Индии. 알렉산더 더 그레이트 샤디 야가리아 젠주 제베 Одни говорят, 제리아 что, 아니 개본 나와 베베기 야가 상쇼리아 что 뽕주지게 даты датирования, 아니 традиция 드네스 записывания 베제 дат 아니 개비르 возникла 출루 после того, как 개보 거디 Александр 페베기지야 Великий 디기 로네 вторгся 마셰게 в Индию, 청각 겹단으로지 딘데지 중요하래 제제 안 и 개박 тогда 한지기 딘데지 правитель 지지로 династии 알았어 Маурьев Чандрагупта 다 правил 장다야 Северной Индией, и 다 с того 딘데기 времени мы 루지 можем 찌당 определять 세란장도 로도 даты 찌당으로지 야갈에 с 유메라 맞대바 помощью времени 덴바 투지지행기 총대기 правления 루시디 야가가 루규의 이샤 닝바 тех-либо 당근나로 других 링기냐 세부 царей 시부지 Древней Индии, 지메비 соотнося 인두산에 их со временем 디균센 похода в 때네 Индию Александра Великого, 당아주기 Александра 덴베가 Македонского. 총로 단델로데 И, 찌갸데 깔아가고 싶지 않아 однако, 드네 인두산다 что касается 루규기 이셔지 даты 시순네 жизни Будды, нам 디 трудно 다 вычислить 루규기 이셔지 시순 디토 디나로랴 точные 총대가 даты 루시 его 세부 매비 жизни, 인두산다 아주기 поскольку в 쇠바지기 истории не сохранилось 찌갸보아지기 никаких 개단으로 записей, 차디고 никаких источников касательно этих дат. Мы 드네 можем 이제 단 лишь 대백으로 предполагать 야는 их, 이게 나로랴 выдвигать гипотезы 아니 점리 касательно 선두기 них. 개방 망보지기 텁시 유에세 И 당한체 아니 다자가 된 백이 многие 다 총대가 ученые с 로시 помощью 개 различных 댐베 소토미 методов 에 텁시로 체 пытались определить
даты 다대야 рождения и смерти Будды. 계시 가족이 상계 거두 총유매에 현도유예입니다. Если мы 당보 захотим 가족 знать, 가르치는 거로서나 아니 когда 상계에 родился Будда, 거두 군대에 봐. нам для 거두 этого нужно 양해에 знать, 대해 когда 봐. Будда ушел в 당보 паринирвану. 가인 슬라비입니다. 군대야 Причина для этого в том, 땅 가족다 중세 타 녀와서는 라도 что 가족다 время его паринирваны ближе к нам, чем время его рождения. Его паринирвана не так отдалена от нас во времени, как его рождение, и поэтому дату его паринирваны легче установить. И также это связано с тем, что в принципе нет никаких разногласий по поводу того факта, что Будда прожил 80 лет. И поэтому, если мы узнаем установим дату его паринирваны, то мы можем отнять от этого 80 лет, и таким образом мы сможем установить дату его рождения. То есть таким образом мы можем с помощью установления даты его паринирваны мы можем установить дату его рождения. И в этом и заключается главная идея большинства ученых. Они пытаются установить дату паринирваны Будды, и затем, поскольку общепризнано, что он прожил 80 лет, они от этой даты паринирваны отнимают 80 лет и таким образом устанавливают дату, когда он родился. Это та идея, которой в основном следуют все ученые. И тогда главный вопрос, когда Будда ушел в паринирвану? Нам трудно сказать с достоверностью, когда Будда умер, поскольку довольно очень сложно вычислить дату его паринирваны. Есть очень много разных объяснений касательно этого. Если мы сравним все различные объяснения, то мы, возможно, сможем определить это, однако следует принять во внимание, что есть примерно 60 различных взглядов, мнений по поводу того, когда Будда ушел в паринирвану. Кратко описывая их, наиболее известные оценки даты паринирваны Будды, они отсчитываются от дат правления императора Ашоки. Мы знаем даты правления Ашоки, и затем, основываясь на этом, пытаются определить даты Будды, даты жизни Будды. И причины, по которым нам нужен, мы можем определить дату паринирваны Будды с помощью дат правления императора Ашоки. Причина этого в том, что нет никакого документа, который бы дошел до наших дней из Древней Индии. Поэтому единственный документ с того времени — это те записи греческого посла, о котором я уже рассказывал, в Индии, а также китайских паломников. Также можем обратиться к буддийским писаниям и указам Ашоки.
И обычно даты указов Ашоки, которые написаны на колоннах, на скалах, их даты, как правило, не оспариваются. Поэтому на основе этих колонн, надписях на колоннах, которые воздвиг Ашоку, мы можем посчитать даты жизни Ашоки, когда он взошел на трон и так далее. И эти даты не оспариваются. Главный вопрос в том, сколько лет до правления Ашоки жил Будда. И этот вопрос о том, сколько лет до Ашоки жил Будда, это очень сложный вопрос. Я хочу детально говорить об этом в следующем году. В этом году я не хочу углубляться в этот вопрос. Однако я также не хочу вообще ничего не сказать об этом. Поэтому я кратко опишу несколько оценок подсчетов жизни, даты жизни Будды. Итак, есть несколько способов определения дат. Во время правления династии Цин в Китае был мастер по имени Фасен, который отправился в Индию. И он оставил воспоминания о том, что он увидел Индию. И это один из способов определить, что он сказал по этому поводу. И согласно ему, это примерно 1085 год до нашей эры. Затем был еще один мастер, китайский мастер по имени Фалинь из династии Танг. Он сказал, что паринирвана Будды была в 949 году до нашей эры. Третье — это традиция Шри-Ланки. На Шри-Ланке есть история Шри-Ланки. И согласно этому источнику говорится, что паринирвана Будды — это 543 год до нашей эры. Также есть известный текст под названием «Записи от благородных существ». По-анамски, кажется. Это документ, исторический документ, который приписывают ученикам Будды после ухода Будды в паринирвану. И согласно этому документу Будда ушел в паринирвану в 485 году до нашей эры. Следующее — это Винная
в колеснице основы, традиции Таравада, колесница основы, и это сутра Виная, который называется Самантапасадика. И мне говорится, что Будда ушел в паринирвану примерно в 483-479 году до нашей эры. Еще есть один известный западный ученый по имени Вильгельм Макс Мюллер. И он говорит, что Будда ушел в паринирвану в 477 году до нашей эры. И еще есть японский ученый. Он был японским монахом, буддийским монахом. Его звали Хакуджо Уи. И он считает, что Будда ушел в паринирвану в 386 году до нашей эры. Такова его гипотеза. Это самые известные оценки дат паринирваны Будды. Однако о деталях, подробностях этих дат я хочу говорить в следующем году. В этом году у меня не было времени подготовиться, чтобы объяснить это детально. И также на протяжении недавних лет ученые исследовали эти даты, вышеназванные даты, и выдвигали свои опровержения касательно этих дат. Итак, это краткое описание наиболее известных оценок, когда Будда ушел в паринирвану. Но в целом в мире можно выделить две главные позиции. Первое — это то, что Будда ушел в паринирвану до 500 года до нашей эры. Второе — то, что Будда ушел в паринирвану в 386 году до нашей эры. И последняя дата, 386 до нашей эры, это позиция японского ученого Уи Хакуджо. И другая — это позиция шри-ланкийской китайской традиции, которая утверждает, что Будда ушел в паринирвану в 543 году до нашей эры. Однако детально об этом я расскажу в будущем. Как я уже говорил ранее, когда мы говорим о датах жизни Будды, мы часто упоминаем время до нашей эры и время нашей эры. Когда мы говорим о времени до нашей эры и нашей эры, то если вы учились в школе, изучали историю в школе, то вы наверняка знаете, что означает до нашей эры и нашей эры. Но поскольку большинство монахов и монахинь они не ходили в обычную школу, то, возможно, у них не было возможности изучать, получить современное образование. Поэтому, возможно, не все они понимают различие между временем до нашей эры и нашей эры. Я лишь кратко расскажу об этом. Когда мы говорим о нашей эре,
то это понятие нашей эры было введено одним христианским монахом. Сложное греческое имя. Это сложное имя. Это Дионисий Эксигиус. И Дионисий Эксигиус, он пытался определить даты жизни Иисуса Христа, точно так же, как мы сейчас с вами пытаемся определить даты жизни Будды. И как основу для своего календаря он взял древнеримский календарь. Римляне основу определяли даты с помощью дат правления императоров, римских императоров. И было несложно. В Риме были императоры, и они определяли время на основе дат вхождения на трон императоров. У них был император Диоклетиан. И именно дату вхождения на трон Диоклетиана он взял за вхождение на трон Диоклетиана, он взял как основание для своего календаря. То есть первый год это был год вхождения на трон Диоклетиана. Поскольку этот император, он убил очень много последователей христианской традиции. И в связи с этим последующие христиане не хотели считать даты на основе дат жизни, дат правления Диоклетиана. И поэтому этот Дионисий Эксигиус, он начал новый способ летоисчисления. Он задался вопросом, когда родился Иисус Христос, он определил этот год и затем начал новое летоисчисление с этого года, который он установил. То есть тот год, когда Иисус родился, был назван годом номер 1, первым годом. Этот год был назван Anno Domini Nostri Jesu Christi, то есть, что значит на латыни год нашего Иисуса Христа. Это то, что по-английски означает до нашей эры AD. AD — это сокращенно Anno Domini, что до
есть год Христа, походу, год Иисуса. Поэтому это AD, то, что мы называем наша эра, NA. Поэтому, если мы говорим 500-й год нашей эры, это означает 500-й год после рождения Иисуса Христа. И для того, чтобы обозначить годы до рождения Христа, то, что называется BC на английском, до Христа, то, что мы называем до нашей эры. То есть первый год нашей эры — это год рождения Христа, а все годы до этого — это годы до нашей эры, до рождения Христа. По-английски это обозначается как BC, before Christ. То есть все, что после рождения Иисуса Христа, это наша эра, все, что до рождения Иисуса Христа, это до нашей эры. Если мы говорим 500-й год до нашей эры, это означает 500-й год до того, как родился Иисус Христос. Что еще нам следующее? Понять, что нету года 0. Есть первый год. После первого года до нашей эры следует первый год нашей эры. Нету нулевого года. Первый год до нашей эры, после него следует первый год нашей эры. Нету нулевого года. Для того, как эта христианская традиция широко распространилась и стала очень влиятельной в Европе, этот способ летоисчисления стал общепризнанным в западном мире. Все стали использовать эту систему. Однако при этом последователи иудаизма, а также последователи ислама и все другие, кто не был последователем христианства, когда они говорят год нашего, они не хотели использовать эти слова. Год рождения Христа, год до рождения Христа. Поскольку, если бы они использовали эти понятия «Anno Domini» до год Христа и так далее, это бы означало, что они признают Иисуса Христа, а они его не признавали. И не как Спасителя, не признавали его как Спасителя, поэтому они не хотели использовать это понятие «эйди». И вместо этого было введено новое понятие на английском. Вместо «эйди» они стали говорить «CE», что означает «Common Era». Общая эра. И на тибетском мы обычно это переводим как западная традиция, либо христианская традиция. И сейчас общепризнанным на английском языке является понятие CE вместо AD, поскольку Common Era, общая эра, это нейтральная позиция, нейтральное выражение, которое не связано с Иисусом Христом, поэтому AD поменяли на CE, то есть поменялось имя,
для названия нашей эры, но способ летоисчисления при этом не поменялся. К примеру, сейчас у нас 2021 год нашей эры. И на английском можно сказать 2021 AD, либо 2021 CE. Это все означает одно и то же. 2021 год с момента рождения Иисуса Христа началась наша эра. И то, что раньше на английском называлось BC, Before Christ, до Христа, было изменено на BCE, Before Common Era, до общей эры. И точно так же, как AD и CE, BC, BCE — это просто разные слова, которые не означают ту же самую систему летоисчисления, связанной с жизнью Иисусом Христом. Надеюсь, что вы это поняли. А как же мы считаем столетия, века нашей эры? Каждые 100 лет называется веком. И каждые 100 лет мы меняем название столетия. Первое столетие — это от года 1 от первого года до 100-го года. Эти первые 100 лет называют первый век. Второй век — это время от 100 до 200 года нашей эры. Затем третье столетие — это от 200 до 300 года, четвертое — от 300 до 400, и пятое — от 400 до 500. Чтобы привести вам пример. К примеру, если вы родились в 1980 году, вы родились в 20 веке. Я, к примеру, родился в 1985 году. Поэтому, что касается столетий, это было 20-е столетие, 20 век. Если вы родились в 2000-х, тогда вы родились в 21 веке. Это то, что вам следует понять. Итак, давайте посмотрим еще на предыдущие даты. 20 век начался в 1901 году. 16-й Гялван Кармапа родился в 20 веке, в 1923 году. До этого был 15-й Кармапа. 15-й Кармапа родился в 19 веке, потому что он родился в 1871 году. Предыдущий 14-й Кармапа, он родился в 18 столетии. В 18 веке, поскольку он родился в 1798 году. В тибетском ошибка написано 17 века, и вас те, что хочет это исправить прямо сейчас.
접기는 충분히 균선 가르쳐서나다 직동 균견에 직동 예견이 버루들이야 충분히 인상 디게 디니 버루들 충분히 인상 다 디균선된 디차디 허봐 다드네 군지 주순 바되는 시시 다드네 마야 야야 지두산도 도시시 어다 도시지야 지루지다는 도시 다들 가만 뭐 뒤숨 캠era로 심비나 안 뒤럽 중이 봐 차득도 와 알았잖아 안에 디 직동로네 직동직야 디버루들이야 고충의 인주산에 다디 가리는 수고 알았잖아 다 뒤럽 중이 봐 야라 중이 봐 나로래야 수고 알아 인주산 디균산데네 뒤숨 캠era디 뒤럽 중이 봐 나로래야 고충을 차려 다디 간데 사고서 조디 뒤숨 캠era디 가디 충도 됐다 중요한 직동직야 주의로래야 고충 버봐 다들 뒤럽 왕의 세빈 뒤럽 중이 맞아. 다들 내려 시시. 다 당기디 뒤럽 진류제 뒤럽 지단들 봐. 다 진류는 뒤럽 지단데 가르치는 다 진류는 뒤럽 지단데 구슈로니 안로. Это что касается нашей эры. А как же мы определяем года до нашей эры? Когда мы считаем года до нашей эры, то мы определяем эти годы наоборот. От первого до сотого до нашей эры. Итак, первый век до нашей эры — это от сотого до первого года до нашей эры. Второй век до нашей эры — это между 200 и 100 годом до нашей эры. Третий век до нашей эры — это между 300 и 200 годом до нашей эры и так далее. До этого Стижиц объяснял годы жизни Дюсума Кемпы, как мы знаем, что он жил в XII веке, поскольку он родился в 1110 году, а это между 1101 и 1200 годом, поэтому это 12 век. Это то, как мы считаем века до нашей эры и нашей эры на одном слайде. Я надеюсь, вы поняли уже из моего объяснения. Если вы хотите посчитать, сколько прошло времени, то в нашем веке это легко. Вы отнимаете дату рождения от нашего года. К примеру, Микидоржи родился в 1507 году. Если мы от 2021 года, от 1507 года, то будет 514. То есть Микидоржи родился 514 лет тому назад. И что касается веков, Микидоржи родился в 16 веке. Сейчас 21 век, он родился в 16. Если мы отменим 16 от 21, получится 5. То же самое, 5 веков, 514 лет. То есть, поэтому мы говорим, что со времени рождения Кармапы 8-го Микидоржи прошло 5 веков. Что касается подсчета до нашей эры, когда я говорю о вторжении Александра Македонского в Индию, то это было до нашей эры.
Говорится, что он пришел в Индию в 326 до нашей эры. А Ашока был возведен на трон в 2068 до нашей эры, приблизительно так. Поэтому, если мы отнимем 268 от 326, то будет 58. То есть Поэтому мы говорим, что Ашока возошел на трон 58 лет после вторжения Александра Македонского в Индию. И сейчас, если хотим мы понять разницу, промежуток между годом нашей эры и годом до нашей эры, то хотим отнять один год. Почему? Потому что нету года 0. Поэтому следует отнять единицу. К примеру, если мы смотрим на тайские подсчеты Паринирваны Будды, который говорит, что Будда ушел в Паринирвану в 544 году. Сейчас 2021 год, поэтому нам нужно прибавить 544 и еще добавок к этому. Отнять единицу. И в результате получится 2564 года тому назад. Что касается этих тайских оценок, то они говорят о том, что прошло 2564 года со времени ухода Будды в Паринирвану. Это общее объяснение, как считать годы нашей и до нашей эры. Это как мы определяем даты. И сейчас давайте сделаем перерыв на полчаса. 어디 지룡은다 지류제 니가 장가된 냠도 dombedin이야. 아니 안기직 봐. 치고래. 치요 이미나. 아니 가수래 신에 가수다. 지룡은의 지류 제 냠도 dom이 비싼 지단으로 되임bre. 다 된다 도도디 가래서나. 당기디 이노테도다. 가시 빠르게도 안디 마노르디 샤나야요. 된다도 어디다 가르치나? 진료기 제임이나 고라 안기 가제 망아예네. 로디기 안기 가제 망아예빈. 디수지기 가서도 타니에요. 변니동 탐바데 가서 타니에요. 다 치동스라비미나 가서 타리를 주고 봐. 드레인두사는 진료 제리아 안기 가제 망아예나 가서도 타니에로니 줘. 디수지 다 진료는 이미나 텔레 도바임 안게 가지지기 망아예비네 드지지기 가서도 타르는 줄 배나 진료는 게 로 야탐바 이미나 가서도 타니에요 봐. 다 텔레 진료는 게 로칙동 라비나 가서도 타 링도 치면 봐. 드네 주사네 진료는 거 완담이나 안게디 가지 망아예나 가서도 타 링도 줘. 진료 제이미나 안게 가지 망아예비냐 가서도 타니에비 줘. 디지相关这些 Tene dana singi Turub dan jilu sani keba da kara anranji keba do da ngenge shubene anranji keba. Bena anzu nyedong tamba da slavi bina nyedong tamba lo kara Turub ni zezi le du san da nyedong tamba da Turub ni zezi ni baru le ya angeji keba gyoswa. Nyedong tamba lo le ya ti gang le ya angeji teba nembe bina
아니 뒤름이 쓰지 붙여 제사 뒤균세 때네 아니 뒤럽다 아니 가서 로장이 버루틀이야 안기지 해봐요 직동국계 에 직동국계 로르 차샤빈데 뒤럽고와는 제빈이 뒤름 니시다 버봐 제사 국계 직동국계를 비슷한다 로장한테 직동국계스도 직구세죠 다이네 뒤럽고와는 제빈은 니시다 맞아서 어다 디 개발했다 간다 안란지 개발 로장다 뒤럽니 버루 안란지 개발 안란지 뒤럽디 안란지 망아요 디 여거 김선 당기 쉬이마 가라서는 찔로 레고 매비 인상 디 균선 되는 용디 버렸어 찔로 레고 예비나 안디 안란지 개발 두고 말 어다 데 되는 다나시 찔로 사야 개심 뭐 이비 균선을 시해입니다当然就당기 고는 망부 쉬송아 개번 양의 매기 다 뜸변 대로디 아니 개번 양의 매기 아니 로지리아 다과에 차도 알았라봐 다 개번 양의 매기 로지디 다 개번 양의 매디 거두 칠페 위에서디 가서 하고 고고야데 개심 차도 봐 이내다 개번 양의 매 코란기 급리아 꽤 샤교기 다 차라 꼬샤교 돌아 꼬샤교 디즈 이제 디즈 나로래 론디 나로 베는 베나 롱압게 버 직동압게 생에도 딱한다 압게 주메 시 디로라스 나 틀페베 인스턴트 티엄 근데 세버 티엄 페베 로디 세버 티엄 가르 티어스나 나 틀페네 로직이 제라스 나 틀페네 로구 제라스 디디 티셔 근데 이제 딱 코틀페베 로디 디가 세버티엄 다데 틀레페베 로데 아주 간제시지 하고 도르슬라빈 갑디디 거 도거나 도이 카시에 나로래 갑디디 야가게 니고르 예베 계급치에 베는 이집당 어느 다지 이집다 그릭단 디즈 계급치에 디즈 계보디즈기 민치셔 근데 이두사는 아주기 계보디즈 거두 전도 디다고 그랬어 디 아주 세바하고 그래서 계급 디즈 나로라고 로주 거야 로스고만에 예베 인사 안 디즈 로주 세바 예베 인사 디 균센데네 계급 신다 계급 디즈 로지를 때네 예번 양의 매기 매디 틀 거디 페베 로지 타지 다데리 되는 요로 지가라서 계번 양의 매 코랑 틀 페베 로지를 가서 하거나야 다 상계의 예번 양의 매 틀 페베기 녜게 로 거디 페도 사디 하고야들 레라부지 메 가라서는 계번 양의 매기 디 두링 도기 이나라 세버티야마네 봐 상계 양의는 데네스 로지지진의 지게 제라스 되는 나 된 틀 커버 인스 지지지지연하다 되네 바지다 세버지 현토로 봐 되네 지야마다 되네 디 윤산데네 다 베데 너궁차도 다 계번 양의 매 틀 페베기 로지디 타체 사베 제라야 되네 야 안에 다 쳐바치야 너궁나로 버뉴 geb지도아 다가 난신기 다 디균셀된 다다디 상인 양에는 되네 가르살로 납제 침바레 승게로 숨게 침바레 승게로 미디움 용과 김센테다 가르산 개번 양에 메틀라 커네 최베 녜기 로커두 상게 양에 데버사디 디 셰다민다 망부에서 되기 때문에 납게를 두게레사디 되게 좋은 거 셰다민다 되네 다 하나씩 아주 욕듯이 가라르서는 야갈이야 갑디두산 로토스디두산 코스기 로트사디 컨디치 쓰고 베나 다당 아주 로지원시 베나 로직리안 나와 주니어와 아나 나와를 다지 샤부스미 소라죠 다 롱거직리아 샤부스미 주주 레란시어와 테네시 지기 어라다 야나 야 카시에 스디두산 야가디 에는 나와 디스도 가자 나와 주리는 지를 로안의 지야지 기지 시도와 근데 이두산지 드네 야 드네 지샤는 다양 고양 고 지단 로가죠 제가 대 하고 할 때가 하고 싶지 않아요 어다 드네 드네 이제 제만 아주
참여가 툴을 샤고 돼 개좀 가르쳐 아주 진료기 뒤주 제하를 개좀 쉽자 전부는 디토알이야 참여기 찌바 미 참여기 계급 참여기 걔네 제하기 뒤주지 내버도 요고 대면은別 강가 투로 다 계급 이렇게 뒤주리 된 로르 된 하나 된 투로 왔다 근데 디균제 때는 집에기 리투 지단지 요거 김센테 디 개심은 내가 전부 쉽자 제상 알아서 망발이야 베나 기란수 베나 고바카기 이게 집에 걸리나데 된다는지 가사 게르소스기 베나 이게 집에 걸리나 좀 개베 걸리나 가디네 딜로도 배줄 당하는 개죠 딜로도 배줄 당하는데 딱딱 그 톱나 망발 루유 토알이야 아니 미사메가 마노르지 하고도 그래서 전부는 뭐 참에 배줄 당하기 위해서 대 참여하고 위해서 되게 누구 말 시에마도 땅 알아서 배반 나눠라 딱 레도 지다 먹고 싶어 베나다지 풀루스 알아 술루스 알아 유루스 알아 딴 라면 먹고 알아 드네 인도스탄 다가 데르르르 진짜 요 인도스탄 다 가르면 대산인 고면서 알아 차로도 와 드네 인도스탄에 예바르도 찔로 지체에서 만너르체 저거 하다 계신 거 디 강라 데라수스 룩드 저거에나 디 강라 퇴바게 넘베게 지내야 버리마도 찔로 거란 자는 매버지 에는 변하지 달로 술룩 지지지지 나완디 세반디슬라나 다 술룩 나와디 세바디 다다 수수하고 월때 마음 발로 미디 하고 말 근데 디균센데네 인지 민지 찔로 지세디 세버티 엔디 간라지 라수스 룩이 다두세랑 치고 위에나 지초 마도베 찔로 자는 매버지 라수스 룩은 다두세랑 지부 TV나 안 마음 발로 미디 좀고 배아당 에너지 고쳐야 깔아 하고 싶어. 나는 로지용 번역 보시면 차라리 거. 그래서 네 참에 또 시작해야 돼. 계속 싶으래도 삼장. 아, 다가는 신기 빠질로스야 그名字的 배주 당당 등에 등기 쉬는 시래. 가시 치료라고도 파야를 자고 치료라고도 치료하는 줄래요. 이게 용격 로레스기 해보자. 가시가 누블로라고도 누브쇼는 줄 다른 연결해스기 해보자. 가시가 옐로라고도 이슈기 로레스도 와. 다이는 게 당기 리시슈 사이만 전불링바 용조기 다다 민디 바 제버 갭체 다디도 지버르제디나 민 제버 갭치 찔루세제 민 다사 코멘 에러스 지지 민 다사를 제상 아주 다가랑 Это как же мы можем посчитать годы жизни 민 거라테 다사 Будды? 시에마다야한테 민디 뭐티베니야 산이디 야 마음발을 미디 좀 고마서지 그 옐로티도 그 칠로라도 그 누블로라도 누블로스야데 가를 고고래 옐로스야데 가를 고고서 양 고알레 마시니 녀려어야 Это общий 디시큐 정도는 야고도 способ 봐 подсчета 참에 도섬 시작하다 개좀 근데 맞잖아 마음발이야 подсчета даты жизни Будды, 마음발을 로베는 양 이게 숨게 제알이야 아니 미디즈기 поскольку когда то, что годы паринирваны Будды более отдалены от нас, чем годы его рождения. Поэтому, когда мы считаем, мы пытаемся определить его годы жизни, нам нужно смотреть на другие традиции. И когда мы считаем тибетские даты, то также нам нужно обращать внимание на христианские даты, на эти даты новой эры и до нашей эры. Почему? Потому что то, что сейчас мы помним о тибетской системе подсчета, то в будущем, возможно, люди не будут помнить об этом. И в результате вся наша система будет нарушена. И следующее, о чем я хочу говорить, это самых важных учеников Будды. Но перед тем, как я расскажу об этом, я хочу вам кое-что показать.
Я упоминал о вазе, в которой хранились реликвии Будды. Она была найдена не в Непале, а на границе между Индией и Непалом на индийской территории. Это в этой вазе они нашли реликвии Будды, остатки костей Будды. И на этой вазе было написано, что это те реликвии Будды, предназначенные для шакьев, чтобы они делали им подношения. Но здесь написаны эти слова. И одни говорят, что эти слова были написаны позже, но ученые подтвердили, что это старый шрифт, и это слова были написаны старым шрифтом, цветом, который использовался в древности. Где же эта ваза сейчас? Она хранится в Калькутте, в историческом музее Калькутты. Я не знаю, постоянно ли она выставляется в экспозиции, но она в коллекции музея. Но в ней нету реликвий Будды. Большинство из этих, большая часть реликвий были дарованы королю Таиланда, также они попали к императору Японии. А это верх колонны Ашоки с 4 львами. Вы можете видеть ее в музее в Сарнатхе. Сейчас давайте поговорим о главнейших учениках Будды. Когда мы говорим о таких учениках, как Рахула, Анируда, Ананда, они все принадлежали к касте кшатриев. И первые 3, Рахула, Ананда, Анируда, они считаются среди главнейших 10 шраваков, учеников Будды. И это перечень главных учеников Будды, который мы видим в сутре, спрошенной в Вималакирти. И 10 основных учеников, некоторые из них именно не встречаются на тибетском. Это Шарипутра, Маудгаляна, Махакашьяпа, Пурна, Субути, Три Кашьяпы, Урвадва Кашьяпа, Нади Кашьяпа, Гая Кашьяпа. Все эти ученики были брахманами, принадлежали к касте брахманов. Все они включены в список 10 первейших учеников. Затем Яша и Гаваджапати, они принадлежали к касте вайшьев, и они упоминаются в сутре Вималакирти. И, как я уже говорил, среди учеников Будды были все представители всех каст. Это были брахманы, были кшатрии, были вайшьи, а также были шудры. Не было никаких различий касательно касты. Любой человек мог стать учеником Будды. Также не было различия, мужчина был это или женщина. Например, у Будды были ученики женщины, такие как его тетя Праджапати, его жена, бывшая жена Яшодара,
также его родственница вот Поливарная и многие другие женщины. И среди то, что вы видите перечень, это бикшу, они все были монахами, великими учениками бикшу, но они все отличались разными качествами, величайшие в своей мудрости, величайшие в своей дисциплине и так далее. Сейчас у меня нет времени описывать это. То же самое касается и величайшей бикшуни. Вы можете почитать об этом, если вам интересно. И не только у Будды были не только ученики бикшу и бикшуни, монахи и монахини, но также было много и мирян. Например, царь Бимбисара Аджаташатру, это правители Магадхи. Затем царь Прасенаджит, царь Косалы. Также очень многие многозначительные Ханашакьев. Также это люди мало, которые жили вокруг Кошанагара. Это племена Личави, Каушамби и многие другие. Они все стали учениками Будды. Также среди известных мирян это Анатапиндада. Он был очень известным человеком своего времени. Также Калпанаман Дирика, а также молодой Дживика, это известный доктор. Также была одна пожилая женщина, которую звали Вишака. Многие другие. То есть среди учеников Будды можно найти представителей всех классов, всех каст, всех возрастов. У него были ученики совершенно разных происхождений. Некоторые из них были его друзьями, принадлежали к его клану, и были его родственники, родители, то есть любые разные люди, и женщины, мужчины, молодые, старые, не было никаких различий. Если мы хотим назвать цифру, сколько их было, говорится, что среди старших, лучших учеников, лучшие старшие ученики, их было примерно 1250. Кажется, что 1250 это не так уж много. Например, когда мы все собираемся на Кагью Малам, то у нас только 3-4 тысячи монахов. Но дело в том, что в прошлом в Индии не было такого уж большого населения. Поэтому для того времени 1250 это довольно впечатляющие цифры. Например, если на какое-то событие собиралось 10 тысяч человек, то это было что-то удивительно, чрезвычайным. Эта цифра 1250, в нее включаются только самые старейшие выдающиеся ученики, а не все ученики. Это вкратце. В то время было много различных религий, философских направлений, и они все соперничали друг с другом. Они пытались победить друг друга, стать более влиятельным направлением. И среди них лишь буддизм стал величайшей мировой религией. Каковы причины этого? Есть много различных причин и условий для этого. С одной стороны, если мы сравним буддизм с брахманической религией того времени, буддизм был намного более всеобъемлющим. Мировоззрение буддизма было намного более широким, чем брахманизма. И буддизм был не только более всеохватывающим,
Но буддизм также был более революционным, поскольку, к примеру, буддизм выступал против каст. Также буддизм выступал против крайнего аскетизма, также против всех этих внешних правил и ритуалов, которые были так популярны в то время. Буддизм говорит, что нет смысла провести всю свою жизнь, занимаясь ритуалами. Это внешний аспект, и направлять свою энергию лишь на внешнее, это не является полезным, это не является правильным. И Будда, в свою очередь, он уважал всех духовных практикующих того времени. Он уважал традицию шраманов, и также он уважал брахманов. Почему Будда был так, он относился так уважительно к брахманам? Дело было не в том, что брахманы принадлежали к высшей касте, а потому что у брахманов была мудрость, они обладали мудростью, а также благим поведением. Поскольку поведение и мудрость брахманов были такими совершенными, Будда выражал им свое почтение. И для Будды, для него существовало различие в мудрости и благом поведении, но для него не существовало различия касты. То есть тот, кто обладал мудростью и благим поведением, тому Будда выражал свое почтение. И был этот последний ученик Будды Субадра, о котором я упоминал в прошлый раз. Это последний человек, который пришел задать вопрос Будде, и он задал вопрос, а кто является лучшим, кто является величайшим? И Будда ответил, нет, не сказал ему, что нам следует выносить решение об этом, как бы решать об этом, исходя из самого индивида, но мы определяем, кто является величайшим на основе практики этого индивида, то есть тот, у кого благое поведение и выдающаяся практика, это и есть величайший человек. И также среди суттр есть две суттры палийского канона, которые называются Асалена Сутта и Канакатала Сутта. И в этих описывается со всей ясностью способ мышления Будды. И поэтому, если мы прочтем эти суттры, то мы поймем, как Будда относился к другим, как он мыслил. Говорится, что среди всех учеников Будды Убали отличался своей дисциплиной и лучше всех знал Винaya. И Убали, он был выходцем из низшей касты. Однако среди шраваков, учеников Будды, он был глубоко уважаем всеми. Его уважали все шраваки, все ученики Будды. И это также свидетельствует о том, что в санге Будды не было никакой дискриминации и различий на основании кастовой принадлежности. Есть еще одна сутра в палийском каноне, которая называется Сутра строф о Дьяне, медитативном сосредоточении. И в этой сутре говорится, рассказывается история одного ученика Будды. Его Пали называет Суниди. Нет аналога этой сутры в тибетском каноне. Сунида, он рассказывает в этой сутре о себе. И
И его слова очень важны, поэтому я перевел это значение его слов для вас. Суннида в этой сутре говорит: «Я родился в низшей касте, как принадлежащий к низшей касте. И сначала я был очень бедным. Я был слугой других. Я подметал пол, убирал уборные». То есть он убирал туалеты. И все меня презирали. Надо мной все смеялись. И они относились ко мне с пренебрежением, с отвращением. И они смотрели на меня только так, никто ко мне не относился по-другому. Но несмотря на то, как другие относились ко мне, я, в свою очередь, должен был уважать всех, простираться перед всеми. Но затем однажды я последовал за одним учеником Будды, и когда встретил его на дороге, и в силу случайности я встретил Будду на дороге, и я простерся перед Буддой. И когда я простерся перед ним, Будда, наделенный великой любящей добротой и состраданием, подошел ко мне. Когда он подошел ко мне, я снова поклонился ему и попросил его: «Возьмите меня в свои ученики, я хочу стать вашим учеником. Пожалуйста, позвольте мне стать вашим учеником». И Будда, наш учитель, несравненный в мире, он повернулся ко мне и сказал: «Очень хорошо, бикшу». Он сказал, и его слова «очень хорошо, бикшу» — это была первая дарма, которую я услышал от Будды. То есть Будда назвал его монахом бикшу. Это говорит о том, что Будда относился ко всем людям как к своим друзьям. И он видел их как своих друзей. Поэтому он сразу сказал: «Конечно, ты бикшу, ты монах». То есть Будда признал его как монаха. И поскольку среди всех учеников Будды наивысший статус имели бикшу, монахи с полным посвящением, именно поэтому Будда сказал им: «Хорошо, очень хорошо, бикшу, саду бикшу». Также есть один трактат Ашвагоши, который называется «Трактат о великом многообразии». Его нет на тибетском. В этом трактате говорится о том, как сунниты, о котором я только что говорил, и упали, приняли монашество. И этот трактат очень важен, поскольку он показывает смелость и могущество Будды. Обычно, когда мы говорим о Будде, мы говорим о чудесах, которые он показывал, которые он творил. Однако сила Будды, его смелость, это что-то особенное. Он был очень смелым, поскольку даже люди из самых низших каст, которых презирали в обществе, Будда заботился о них с великим состраданием и добротой. Вопреки мнению общества, он давал им возможность практиковать дарму. И он давал им все то уважение, которым они должны были пользоваться в обществе. Это показывает, говорит об особых качествах Будды. Мы всегда говорим, что Будда милосерден. Однако это те примеры, на которых мы можем видеть его качество. Следующий вопрос: а на каком языке учил Будда?
Будда учил на местных языках, на разговорных местных языках. И причина этого в том, и это было беспрецедентно в истории. И мы знаем об этом из текстов. Например, в 25-м томе Винаи школы Махишасака, а также в 38-й книге Винаи Сарвастивады говорится о том, что было два брахмана, которые приняли монашество, и поскольку они стали монахами, им нужно было читать сутры вместе с Сангхой. Однако в то время, когда они читали сутры, то эти брахманы обратили внимание, что произношение слов, грамматика, чтение сутр очень отличались от санскрита. Брахманы, они были специалистами по санскриту. Однако Санга читала, все члены Санги читали тексты на своих местных языках. Когда эти брахманы услышали это, они очень расстроились, разозлились. И однажды они пошли к Будде. И они высказали свое мнение по этому поводу Будде. Они сказали: бикшу являются выходцами из различных каст, кланов. Одни никшатры, одни вайши. Никшудры, они принадлежат к различным кланам. И у них у всех разный уровень образования. У одних есть образование, у других нет образования. И когда они все читают сутры, они читают их на своих диалектах и местных наречиях, разговорных языках. И это является неуважением к словам Будды. Как вы помните, для брахманов это было очень важно. Когда брахманы читали священные тексты, они читали это с правильным произношением, и даже одна ошибка считалась неуважением к богам. Поэтому они прилагали столько усилий к тому, чтобы читать священные слова правильно, с правильным произношением, правильной грамматикой. И поэтому брахманы, это их очень поразило, что бикшу читали священные тексты как угодно, и они просто... Это было слишком для них. И поэтому брахманы сказали Будде: лучше, чтобы все читали сутры на санскрите, вместо того, чтобы читать их на разных непонятных языках. Поскольку если они читают на разных языках, это просто неуважение, пренебрежение к учению Будды, сказали они. И на это Будда ответил, что нет необходимости читать сутры на каком-то определенном языке. Необходимо произносить их на своем языке, на своем диалекте, на своем разговорном языке. Если их будут читать на каком-то иностранном языке, то это будет нарушение. То есть, что этим сказал Будда? Что читайте сутры на любом языке. Нет необходимости изучать какой-то особый язык для того, чтобы читать сутры. Если вы будете изучать какой-то особый язык, например, санскрит, для того, чтобы читать сутры, это будет пренебрежением к учению. То есть в этом проявляется намерение Будды, что Будда учил Дharме для того, чтобы принести благо всем существам. И это благословение Дharma должно касаться всех существ для этого. То есть Дharma должна быть понятной, благословение Дharma должно быть понятно для всех существ. Учение должно быть простым и доступным всем. Это то, что люди должны изучать
должны читать на любом языке, доступном им, поскольку брахманские тексты были доступны лишь на санскрите. Например, для того, чтобы изучить санскрит совершенным образом, необходимо потратить 10-20 лет. То есть брахманы начинали учить санскрит с ранних лет. И то есть для того, чтобы изучать дharma на санскрите, всем нужно было потратить сначала 10 лет, чтобы изучить санскрит. То есть поэтому Будда учил дharma на любых языках, разных местных языках, для того, чтобы позволить всем существам понять смысл дharмы. Именно поэтому Будда делал это, что было беспрецедентным. И следующее, как сказать, если мы взглянем на это с точки зрения Махаяны, просветление Будды — это общепринятый факт, но то, как Будда учил дharме, это имеет очень много черт именно учения Махаяны, Великой Колесницы. К примеру, когда Будда достиг просветления, он сначала думал о том, что некому учить дharме. Его никто не просил учить дharме, никакие люди не просили его учить дharме. Мы говорим, что Индра и Брахма попросили его учить дharме, но Индра и Брахма были боги, это совсем другая история, но вокруг него не было никаких людей, люди не знали ничего об этом. То есть Будды не было какой-то обязанности, работы, которую ему нужно было выполнить, учить людей. Это не так, как учитель должен учить учеников. Если он не придет в школу, то это будет нарушением, поскольку у него обязанности, как учителя, учить других. Но в то время никто не признавал его учителем, никто не наделял его этими обязанностями учителя. Он мог просто продолжать сидеть, наслаждаться этим чувством просветления. Как бы это помогло другим. И поэтому Будда размышлял об этом долго. И хотя не было никого, кто бы просил его учить дharме, он решил учить. И сам факт того, что он решил учить дharме, свидетельствует о том, что у него было отношение Махаяны, стремление принести благо другим. И и если среди всех учений мы захотим найти пример дharмы Махаяны, символ Махаяны, величайшее качество Махаяны, то тот факт, что Будда решил учить дharме, это и есть величайший символ, пример Махаяны. Перед тем, как я буду говорить об этом, я хочу обозначить кое-что другое. Говорится, что перед тем, что случилось после того, как Будда ушел в паринирвану? Говорится, что после смерти Будды, то как же развилась санга после того, как Будда умер? Говорится, что после того, как Будда ушел в паринирвану, главный регион Индии, земля, где
преимущественно пребывали ученики Будды Баламагада. Например, он ушел в Паниран в Кушанагаре. Кушанагар считается северной частью Центральной Индии. Достиг он просветления в Бодгае, учил он Дharме в Сарнатхе, это на западе центральной земель Индии. Таким образом появилось 4 главных места, где Будда достиг просветления, где он учил, где он ушел в паринирвану, где он родился. Это то, что называется 4 великих священных мест. Паломничество. Вы видите, это на сайте. Это место рождения в Лумбине, место просветления Махабодхи, храм Махабодхи в Бодгае, затем место, где он даровал учение, Оленей парк в Сарнатхе, и место его смерти Паринирваны, это Махапаринирвана ступа в Кушанагаре. Что касается последователей Будды, с точки зрения географии, то в основном они были в Центральной Индии. То есть это примерно территория древней Магады. Магада — это как раз Центральная Индия. Вы наверняка знаете об этих 4 великих мест. Вы видите на картинке Бодгаю, вы видите Сарнат, где он повернул колесо Дharмы. Лумбини, там, где Будда родился, и там, где он ушел в паринирвану, это Кушанагар. 3 из этих мест в Индии и одно в Лумбини в Непале. Мы также, кроме этих 4, мы выделяем 8 мест, кроме 4 мест мы выделяем 8 великих качеств. Это касается того, как сформировалась санга. Это 8 качеств, учительных качеств сангхи. То есть сангха сформировалась в центральном регионе, а затем распространилась. И там были горы, на западе были горы Виндья. Эти горы Виндья считались естественной преградой, а для распространения на востоке было очень жарко. И на востоке не так уж много жило людей. В особенности на юго-западе буддизм развился и распространился очень широко. И то есть сначала Дharма распространилась на западе, а затем на юге, таким образом охватив юг и запад. Среди великих учеников Будды был Бхагаранный Катаяна. То, что Катаяна отправился в Аванти, на свою родину, и он учил Дharме многих людей. Это описывается в трактатах Винея. Другой ученик Пурана, он был из Супарананды. Похоже, что это на западе Индии. На этом месте нашли колонны Ашоки, и
И поэтому это недалеко от Мумбаи, от Бомбея, Мумбаи. Говорится, что на этих землях Пурна учил Дharме. И так ученики Будды разошлись по разным регионам, где они учили Дharме. И таким образом Дharма распространилась по Индии. Кроме учеников Бикшу, у Будды было много учеников, торговцев, которые приходили к Будде в центральную землю, а затем, когда они возвращались к себе на родину, то они продолжали распространять учение. И торговцы, они путешествовали по многим регионам, и поэтому сыграли такую большую роль в распространении Дharмы. Видите, что Катаяна отправился в Матуру. Матура недалеко от Дели, столицы Индии, и что Катаяна учил Дharме в Матуре. То есть он отправился там, где сейчас Дели. То есть кто же был основой для распространения Дharмы? Это сообщество, то, что мы называем санга. На сангу легла обязанность распространять Дharму. И именно монахини, члены санги, исполняли эту обязанность. Почему? Потому что санга, монашеская санга посвящала все свое время изучению практики Дharмы. Поэтому их главная обязанность, их работа как раз заключалась в том, чтобы распространять Дharму. Миряне, они также практиковали Дharму, но у них было много других обязанностей, мирских обязанностей, поэтому у них не было так уж много времени для того, чтобы распространять Дharму. И также они не могли посвятить все свое время изучению Дharмы и распространению Дharмы. Именно поэтому мы считаем главной опорой для распространения Дharмы — это санга. И санга называется дружественным сообществом, либо сообществом, которое пребывает в гармонии, самага-санга на санскрите. И эти ученики, это санга, пребывающие в гармонии, они обладали направленной верой в Будду, и они слушали его Дharму и следовали за ним. И поэтому это то, что на санскрите мы называем шраваки. Шраваки означает ученики. На тибетском они называются слушатели. То есть это те, кто слышали учение Дharмы от Будды. То есть шравака означает тот, кто слушал, получал эти учения от Будды. В одной из Теравады санга сравнивается с океаном. Мы не так уж много говорим об этом в тибетской традиции, поэтому я хочу рассказать вам об этом. Это 8 качеств санги. Говорится, что санга похожа на океан и обладает 8 чудесными качествами. Первое, то, как океан становится все глубже и глубже. Также и санга, следуя по пути, становится все глубже и глубже. Также качество санги расширяется так же, как и океан. Второе, то, как волны океана не выходят за берега, за береговую линию океана, точно так же и шраваки не выходят за границы монашеской дисциплины.
третье, так же, как любой труп, который попадает в океан, будь то труп человека либо животного, этот труп не остается в воде, он выбрасывается на берег. Точно так же те члены санги, которые нарушают дисциплину, они выбрасываются из санги. Четвертое, так же как 100 рек может течь в океан и раствориться в океане, члены санги происходят из различных каст, различных кланов, но когда они все принимают обеты монашества, все они называются детьми Шаки, детьми Будды. Это четвертое чудесное качество. Пятое, это то, как весь океан, как вся вода в океане соленая. Вода в океане соленая на вкус. То есть вся вода, она на вкус одинакова, она вся соленая. Точно так же у всей санги одинаковый вкус освобождения. Следующее, шестое качество. Сотни рек текут в океан, независимо от того, сколько рек течет в океан, океан никогда не увеличивается, не уменьшается. Точно так же, независимо от того, сколько членов санги достигает освобождения, достигает состояния арахата, санга не увеличивается и не уменьшается. Следующее, седьмое, это так же, как в океане много драгоценностей, точно так же у санги много чудесных качеств, мудрость, дисциплина и так далее. И восьмое, так же, как в океане много большой рыбы, а в санге есть много выдающихся индивидов высших качеств. Это 8 качеств санги. Мне кажется, это очень хорошее описание. Итак, главная организация, опора буддийского учения — это сангха. И говорится, что любые люди могли присоединиться к сангхе, независимо от их касты, независимо от их социального статуса, они могли присоединиться к сангхе. В некоторых религиях лишь люди определенной этнической принадлежности могут присоединиться к ней. Однако в буддийской сангхе это не так, любой человек может присоединиться к сангхе. И сначала жизнь монахов была это жизнь странствующих, практикующих. Они странствовали, переходили с места от места. У них не было какого-то одного места пребывания, они переходили с места на место. И поэтому те вещи, которые они носили с собой, это было очень небольшое количество вещей, только крайне необходимые вещи, которые они могли с легкостью носить с собой, когда они путешествовали. Что касается их одежды, у них было 3 дharмических одеяния. Также у них была миска для сбора подаяния, у них был фильтр, чтобы фильтровать воду, и у них была подстилка, чтобы класть ее на землю. Таким образом, у них было 6 вещей. И обычная одежда, монашеская одежда, обычно делалась из хлопка. А затем она также стала из других материалов. Как бы там ни было, монашеские деяния тяжело получить с подношений. И поэтому изначально членов санги было только одни одеяния. И
Также монахини, они должны были переходить с места на место. Они не знали, где они остановятся. Это могло быть какое-то приятное место, либо неприятное место. И часто монахи того времени должны были оставаться в необитаемых местах, под деревом, в лесу. Самое лучшее в Индии то, что за исключением сезона муссонов, дождей летом, в Индии не так уж много дождей, поэтому не так сложно жить под деревом. И среди членов Санхи были некоторые люди, некоторые члены практиковали аскезу. И это то, что называлось 12 качеств аскезы. И некоторые члены Санхи были известны тем, что они практиковали эти качества аскезы. К примеру, Махакашьяпа стал известен тем, что он практиковал эти качества аскезы. Я рассказал вам, как возникла буддийская санга, как она была организована. И после того, как Будда ушел в паринирвану, как возникли собрания учения, к примеру, как канонические собрания, то, что в тибетском мы называем кангюр. Такие канонические собрания учения возникли. Это слова переведенные слова Будды. Но что касается самих слов Будды, как было создано собрание слов Будды, есть много различных гипотез касательно этого. Говорится, что после того, как Будда ушел в паринирвану, Махакашьяпа понял, осознал, что если они просто оставят учение Будды в том состоянии, в котором они были, то эти учения скоро исчезнут. Поэтому зародилась идея созвать совет. И они собрали всех старейших монахов на такой совет. Он сначала созвал монахов и рассказал им об этой идее, и все согласились с этим. И после этого они созвали 500 старших учеников в Раджгире. И для того, чтобы собрать учение Будды, то, что называется первым советом. Слово «совет» на тибетском называется «каду», что означает читать вместе, рецитировать вместе. И почему он так называется «каду»? Кажется, самгитти это называется на санскрите, этот «каду». Это означает цитировать вместе. То есть это может означать то, что они просто вместе рецитировали тексты. Поскольку ничего не было записано, все эти учения они просто читали устно. То есть все эти 5 собравшихся старейшин, они полагались на свою память и рецитировали эти учения. К примеру, все учения, которые они помнили, они читали все эти учения вместе. Они просто произнесли, процитировали их и собрали все эти учения устно. То есть не то, что эти учения были записаны, они были произнесены устно и таким образом собраны в устное собрание учений. Некоторые ученые говорят, что такого первого совета не было. Однако в учениях первых 18 школ очень много упоминаний об этом первом совете. Поэтому можно сказать, что такой совет, скорее всего, имел место.
что было какое-то собрание старейших учеников для того, чтобы сохранить учение Будды, собрать и сохранить учение Будды. И когда среди этих 500 старейшин были два главных ученика. Первым был Ананда. Ананда, он читал Дharmu, то есть слова Будды. Поскольку Ананда был помощником Будды, поэтому он всегда присутствовал, когда Будда учил, и все, чему Будда учил, все это он слышал. И поэтому Ананда читал слова Дharma в течение Будды. А что касается Упали, Упали уважался, его почитали как наиболее как того, у кого была наиболее чистая дисциплина, поэтому он произносил учение Виная, монашеской дисциплины. Это то, как это описывается в традиции Тхеравады. В тибетской традиции это описывается по-другому. Как бы там ни было, говорится, что эти учения, которые они рецитировали в то время, это то, что затем было собрано в три питаки. Мы назвали первые две питаки Сутры и Винaya. А еще есть третья питака, корзина Абхидхармы. Как же возникла корзина Абхидхармы? Говорится, что Абхидхарма возникла позже. Говорится, что сутры были созданы в стихотворной форме, то, что называется гата на санскрите. А позже к сутрам были добавлена часть в прозе, то, что объясняло эти стихи сутр, и это то, что было названо вратами Дharмы. То есть, когда мы говорим о сутрах, то сутры — это краткие стихи, которые было легко читать, легко запомнить. Поэтому похоже, что первые сутры были именно стихотворные, в краткой форме. А затем позже, примерно 100 лет после паринирваны Будды, к этим стихам сутр была добавлена проза, объясняющая место, время, которым были дарованы эти стихи, какие-то объяснения, дополнительные объяснения. И таким образом получилось то, что сейчас мы называем сутрами. Такова гипотеза ученых. Ну, который час. Наверное, на этом следует остановиться сегодня. Давайте на этом остановимся. Я расскажу о всем остальном завтра. Так, на этом все на сегодня. Я хочу сделать объявление. Первое. Завтра последний день учений. Мы добавляли дни к учению, и если я буду продолжать добавлять дни к учению, то это все растянется надолго, но, похоже, я уже устал учить. Дело даже не в том, что я сам устал, но дело в том, что с утра до вечера я совсем не отдыхал, я готовился к этим учениям, поэтому если я продолжу в таком темпе, то это отразится на моем здоровье, поэтому давайте все-таки завтра закончим эти учения.
И мы хотели изначально провести также совместную рецитацию текстов, но у нас не осталось времени, поэтому я составил краткий ритуал о жизни Будды. Я сам сказал им, что нет смысла в ритуале, но я сам составил краткий ритуал о жизни Будды. Есть ритуал Кадампы, традиция Кадампы о жизни Будды Шакьямуни. Он содержится в собрании драгоценных наставлений. И также он также в драгоценном океане Таранадхи. И опираясь на эти два источника, я составил краткий ритуал о жизни Будды Шакьямуни. Поэтому мы прочтем его завтра. Я так долго говорил вам о жизни Будды, все это собрал в одном месте, составил этот краткий ритуал, и мы проведем краткий цок Ганачакра. Когда вы будете готовить подношение для цока Ганачакры, то ничего не пакуйте в пластиковой пакете, просто подготовьте фрукты. Просто посмотрите, что у вас есть, и собирайте те фрукты для такого небольшого пира Ганачакры. И это то, что мы сделаем завтра, проведем завтра. После учения завтра. Это первое. Мы с вами провели весеннее учение Арикшами. Сейчас мы провели летнее учение. У нас есть зимнее учение Гунчу. Что касается осенних учений, я не уверен, слишком много учений. И в Индии и Непале нет такой же осени. У них есть зима. Это у нас есть зимнее учение Кагью Гунчу. Во время учения Кагью Гунчу в прошлом году я учил 4 дармам Гамбопу. И чему же я буду учить? У меня уже есть представление о том, чему я буду учить. Однако я не хочу вам говорить о том, чем бы я хотел учить. Я прошу Кемпу из всех монастырских колледжей обсудить это и предложить, сказать ваше предложение, что бы вы хотели, что вы считаете наиболее полезным. Чему бы я учил. И после того, как вы скажете мне свои пожелания, я вам также скажу, чему я бы сам хотел учить. Итак, на этом все. Давайте посвятим заслугу